Эта история больше напоминает то, что происходило в нашей стране в 90-е годы уже прошлого века, когда одни, веря на слово, отдавали деньги, другие их забирали, и часто вместе с тем самым словом. Впрочем, еще в начале 20 века Ильф и Петров подробно описали жизненные принципы основателя конторы по заготовке рогов и копыт. Я сын турецко-подданного, следовательно, потомок янычаров, а янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям. Теперь подробнее и по существу. Вот женщина Мария Игнатьева, которая за лучшей жизнью приехала в Татарстан и деньги свои отдала мужчине, которого подруга порекомендовала и который дом построить обещал. Вообще изначально он обещал вот этот дом, он говорит, он сруб, он разбирается, как бы собирается сруб можно, что изначально вот этот вот дом он должен был мне перенести. Как бы по сути я покупала этот дом, 160 квадратов. А вот дом в деревеньке Калинина в 6 километрах от Высокой горы, где Мария и две ее дочери 12 и 5 лет прожили около года. На тот момент без водоснабжения, с удобствами во дворе и самодельным газовым отоплением, которое от холодов мало помогало. Постоянные были пьянки, гулянки, что мне вынуждено просто... Такое ощущение было, что просто меня уже выживают оттуда. Год прошел, 1,5 года прошло. Вот мне потом дали, как бы знакомый дал участок, говорит, постройся, ну хотя бы, говорит, там. Он говорит, у меня вот есть готовый материал на 80 квадратов на дом. Давай его поставим. Я говорю, хоть что уже. А это тот самый участок, на котором в итоге решили построить новый дом на территории садового товарищества Туган-Як. Подъездных и пешеходных путей зимой нет. По итогу Раис просил у меня еще 150 тысяч, чтобы ему не на что было поставить фундамент. Хотя он мне говорил, там я тебе и баню сделаю, и все, в Туган-Яке там все будет хорошо. Фундамент поставили, когда я приезжала с милицией, вот все это дело смотреть, они сказали, что ну просто первая зима у тебя, все это развалится. Этот фундамент, он вообще, говорит, ну не предназначен для дома. Мария еще в процессе работ выражала свое недовольство, видя, в каком виде и из какого материала растет эта постройка за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Что такое жилой дом? Это строение именно для проживания людей. И согласно действующему законодательству, любой объект недвижимости неразрывно связан с земельным участком, на котором находится данный дом. Если это дом, то разрешенное использование земельного участка должно быть ЕЖС. А вот расписка, которую написал тот, кто построить обещал. В ней указано, что деньги получены, и дом должен был появиться в конце сентября 2019 года. Была даже схема, нарисованная Марией, как должны были располагаться помещения в доме. Но договор не был подписан, и схема так и не стала проектом. Это строительство, оно даже вот нигде его нет на бумагах. Я вот ходила в рекпалату, они говорят, ну он переоформит участок, а вот эта вот постройка. Он же просто как бы строил, он даже не брал никакого разрешения на строительство, вообще ничего. Мы ее как с неба возьмем, вот эту всю постройку. Вот заявление в районный суд о взыскании долга с Раиса Галиуллина, поданное в декабре 2019-го. Оно оставлено без движения, так как не была оплачена госпошлина в 19 700 рублей. В мае 2020-го были обращения в районную прокуратуру и отдел МВД. В возбуждении уголовного дела по факту мошенничества отказано, так как постройка все-таки есть. А вот постановление судьи Высокогорского районного суда от 3 декабря 2020 года о наложении ареста на транспортные средства должника. Вероятно, что вот это та самая техника, которая, похоже, уже давно превратилась в недвижимость и стоит у дома в деревне Калинина. И 24 декабря другой судья снова выносит определение об оставлении без движения заявления Марии Игнатьевой о взыскании долга, опять же потому, что не уплачена госпошлина. А вот, собственно, тот самый Раис Галиуллин. В открытых источниках он значится как учредитель ООО «Райстрой». Организация зарегистрирована в сентябре 2009-го, ликвидирована в октябре 2019-го. Сейчас Раис Галиуллин зарегистрирован как глава крестьянского фермерского хозяйства. Мы даже практически договорились с ним о встрече, предварительно обсудив тему разговора. Алло, добрый день, Раис Анварович, да? Да. Некий у вас там конфликт такой произошел с Марией Игнатьевой, да, по поводу того, что она дала вам денег на постройку дома, в итоге, говорят, ни дома, ни денег. Так ли это? Зачем? Нету, построили дом, все. Раис Анварович, а может быть мы с вами сможем как-то встретиться, чтобы не по телефону уж, а имя в камеру записать тоже, все ваше мнение, чтобы не было там с одной стороны только. Так, да я в городе буду, пересечемся где-нибудь в ресторане, где-нибудь в кафе сядем. Ну, думали, может быть, там прямо на месте, стройки где-то. А сейчас вы не проедете же? Ну, хорошо, я тогда предварительно планирую на 10 часов в четверг. Все, давайте. Спасибо. Но в назначенный день телефон был отключен. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Мораль этой истории такова. Во-первых, не стоит верить на слово, когда речь идет о больших суммах.
Как говорится, отдаем руками, забираем ногами. Договор нужен, пусть даже самый простой, но в нем должна быть указана подробная информация. Должна быть какая-то смета, должно быть распределено все виды услуг и цены их. Что входит в эти 2 300 000, стороны не оговорили. То есть в данном случае должен быть предмет договора, сумма договора и сроки выполнения работ. Предмет – это если конкретно какой-то объект, если это из дерева, то какого дерева, размеры. Но при этом подрядчик любой должен понимать, что когда он принимает денежные средства, если он не оговаривает все условия, при котором он должен был построить этот дом, более того, в последующем он не возвращает эти денежные средства, то он должен задумываться о том, что могут усмотреть в его действиях и действительно обманные мошеннические действия. То, что он выстроил вот этот дачный домик, это сторонами не оговаривалось. Это он сделал на свой страх и риск. Конечно же, любой суд, он не примет какие-либо показания, а примет только экспертизу, которая определит, пригодный дом для проживания или непригодный, не соответствует ли он там СНИПам, ГОСТам и так далее. Аналогичное, скажем так, объявление. 150 квадратов на 10 сотках стоит 2 300 000 рублей. Но это полностью меблированное, с септиком, то есть совсем уже необходим для того, чтобы можно было заехать и жить. Будем надеяться, что правоохранительные и судебные органы еще раз обратят внимание на эту ситуацию и разберутся. Будем считать все показанное обращением к этим органам. Должна быть, не знаю, какая-то справедливость. Почему я с детьми должна снимать квартиру, жить без жилья, у детей нет крыши над головой, а человек, живет себе припеваючи? Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.